Добрый день. Рад с вами еще раз встретиться в Якутии. Расскажите, пожалуйста, о цели нынешнего вашего приезда. Здравствуйте, рад встрече. Я приехал сейчас для подготовки к образовательному форуму, который будет проходить в конце марта. Я сотрудничаю уже более 3 лет с Актемским научно-образовательным центром, и мы готовим программу и уже ее применяем на практике по обучению искусственному интеллекту и связанным с искусственным интеллектом дисциплинам старшеклассников 10 и 11 класса. Сейчас мы еще более интегрируем нашу программу с общеобразовательными дисциплинами. И в данный момент в ней участвуют 4 основных трека и 4 основных преподавателя и 4 предмета. Это искусственный интеллект, математика, как основа всех формул и всех технологий искусственного интеллекта, информатика, как средство реализации искусственного интеллекта на практике, и также физика, так как очень много научных проектов, связанных с физическими процессами. Например, в робототехнике применяется также оптика, электрические, механические системы. И в данный момент происходит интеграция этих 4 предметов, и мы проводим как индивидуально, каждый преподаватель свои занятия, так и все вместе. Особенно сейчас, приехав сюда, в Якутию, мы целую неделю работали интенсивно с учениками 10 класса. У них искусственный интеллект как дополнительное образование, дополнительный предмет. И мы проводили постоянные уроки в составе как минимум 2-3 учителей, объединяя дисциплины и находя нечто общее между ними. И детям такой подход, как я вижу, интересен и нравится. Вы впервые в Малой Академии наук? Нет, я каждый раз, когда приезжаю в Якутию, уже 3-й раз, всегда приезжаю также в Малую Академию наук и очень рад узнавать о новостях в образовании, и не просто в основной программе образования, а в внеурочной, внешкольной дополнительной деятельности, о работе с одаренными детьми. Поэтому каждый раз приезжаю и узнаю что-то новое, что постоянно находятся выдающиеся дети и с ними работают. Вот, и коротко, с нашей прошлой встречи прошло более полугода. Вот какие новые направления в искусственном интеллекте вы можете отметить? Ну, коротко. Да. В общем, сейчас все-таки основное развитие идет в направлении генеративных моделей. То есть моделей, которые могут генерировать новые данные, новую информацию. В частности, конечно же, картинки, текст. Наиболее общее сейчас, в данный момент, все-таки про генерацию текста, потому что текстом можно описать практически что угодно. И действительно стали очень быстро и хорошо работать модели генеративные по созданию произведений, просто ответов на вопросы в естественном языке. Но также есть отдельное направление деятельности по ускорению малых моделей, по созданию специализированных моделей под каждую конкретную задачу искусственного интеллекта. Я думаю, что оба направления должны развиваться, потому что сейчас фактически возникла монополия на большие языковые модели. То есть они требуют очень большое количество ресурсов, и только большие компании имеют возможность именно в полной мере разрабатывать и применять эти модели. Конечно, сейчас есть сокращенные варианты, которые можно даже запустить по возможности даже на обычном компьютере, если сильно сжатую модель выбрать. Но именно фундаментально произвести исследование сложно в этой области. Поэтому, в частности, я занимаюсь исследованиями по сжатию данных, по ускорению искусственного интеллекта, чтобы дать возможность небольшим компаниям, небольшим образовательным учреждениям также производить исследования в современной области, которая почему-то в последнее время стала менее доступной.
Вот у нас некоторые участники конференции «Инникиге Харды. Шаг в будущее» в прошлом году разработали такой вот мини-искусственный интеллект и на базе чатов в Телеграме смогли коммерциализировать. Эту модель выкупила крупная российская компания. Поэтому вот как вы смотрите на сотрудничество с Малой академией наук в этой области? Я слышу и вижу о достойных проектах, которые реализуются в Малой академии наук. Мне хотелось бы поподробнее познакомиться с создателями и с руководителями, и также узнать о том, как такие проекты создавались. Я вижу, что сотрудничество ведется с большим количеством школ, с учениками со всей республики, поэтому очевидно, что находятся одаренные и способные дети, которые способны создать такие взрослые проекты. Мне было бы интересно подробнее о них узнать и по возможности договориться о консультациях, о взаимодействии. Пожалуйста. Угу. Вот, и вы родились и выросли на Алтае, да? Да. Вот, и с детства занимаетесь наукой. А вот знания, откуда вы черпали, где вы вот изучали научные книги, там так далее? Хороший вопрос. На самом деле, вот как раз тоже связан с современной частью, в том числе и с искусственным интеллектом. Сейчас все-таки книги как-то переходят, получается, в электронный формат. Если именно спросить, где я занимался, я родился в небольшом городе в Алтайском крае и фактически всю информацию брал в библиотеках из настоящих книг. Я помню, что я был записан в несколько библиотек города, даже была библиотека в университете, куда меня тоже записали, чтобы была возможность получать знания. И действительно я набирал книги к себе домой по математике, по физике, по химии, по смежным дисциплинам. И, соответственно, в школе в то время изучал именно то, что мне нравится, таким способом через дополнительный поиск информации. Сейчас, конечно, все доступно как будто бы в интернете, и в том числе даже, что интересно, можно через языковые модели искусственного интеллекта находить информацию. Тоже имеет смысл научиться современным способам поиска информации, но не стоит забывать о реальных физических объектах, об книгах, о картинах, об искусстве. Это именно то, что оставляет нас обычными людьми. Большое спасибо за встречу. Желаю вам дальнейших успехов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Взаимно. Спасибо.